ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Россия – страна многонациональная, говорится об этом часто, а вот то, что объединяет народы, попробовали показать школьники. Ежегодный 7-й по счету марафон согласия состоялся в Ухтинской школе номер 10. Автор идеи – преподаватель истории Светлана Сухопарова. Тема – «Нет фашизму и национализму». Старшеклассникам предложили взять ту или иную нацию и представить ее традиции и культуру. Какие народы попали в обойму в этом году, определили жеребьевкой. Всего получилось 4 этноса – украинцы, армяне, татары и русские. Когда нам первый класс, который за 8 лет представляет на родину, Россию, это действительно очень важно для меня. Все-таки национальное самосознание, несмотря на то, что ты можешь быть другой национальности, оно все равно формируется за то время, которое ты здесь живешь, ты начинаешь любить эту страну. Кто-то любит, кто-то нет, но вот мы любим свою страну. Это действительно было очень волнительно, мы готовились довольно долго, и мы ходили за костюмами, там все это собирали, это заняло большой промежуток времени, поэтому это такой, не скажу, что очень знаменательный день, но мы его очень долго ждали, готовились, и поэтому рады сейчас наконец-то выступить. 4 команды старшеклассников представили каждая свой этнос в рамках конкурса. Сначала презентация особенностей культуры и традиций народа, знаковые персоны в истории, наряды, язык. Затем интеллектуальный раздел, где нужно узнать национальные инструменты разных стран по отрывкам из фильмов или живописи. Естественно, в дополнении танцевальный конкурс. Важный момент. Ученики представляли этнос, к которому сами могли и вовсе не относиться. Поэтому скрупулезное изучение разных народов без этого никак. Тем более, что жюри-то не дремлет. Дружба победила, но это не отменяет того, что сегодня будет определено и первое, и второе, и третье, и четвертое место. Мои симпатии, хоть они в конкурсе официально не участвуют, у команды гостей из разных стран, из Ухтинского государственного технического университета. Здесь каждый представляет свою страну, свой народ, и делают они это с таким огнем в глазах, что, если бы им тоже ставили баллы, это был бы лидер сегодня. Действительно, в гости на марафон пришла очень разнообразная команда из университета. Здесь каждый сам по себе представитель своего народа. Индия, Непал, страны Африки, каждый постарался что-то показать. Например, зажигательную песню на родном языке или же не менее бодрый танец под подбадривающее улюлюканье из зрительного зала. Итогом марафона стал, конечно же, кулинарный конкурс. Сами ученики с помощью учителей и культурных автономий города нашли информацию о традиционных блюдах, скинулись на продукты и приготовили пироги, сладости, многое другое, и даже приличный кусок сала заманчиво возлежал на украинской части застолья. Большую помощь в организации и проведении марафона оказали культурные автономии города. В итоге победителем марафона стала команда «Арарат», представлявшая армянский этнос.